В Санкт-Петербурге в Константиновском дворце завершил работу Высший государственный совет союзного государства, в котором участвовали председатель ВГС, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе заседания был утвержден бюджет союзного государства на 2013 год. Его объем не изменился и составил почти 5 миллиардов рублей. Были рассмотрены аспекты торгово-экономического взаимодействия двух стран, планы по увеличению торгового оборота, перспективы развития инвестиционных контактов, реализация совместных программ в области высоких технологий, телекоммуникаций, аэрокосмической промышленности, фармацевтики, гуманитарной сфере, вопросы координации подходов России и Белоруссии на международной арене, сотрудничество по вопросам безопасности. Замечу, что программа согласованных действий в области внешней политики на 2012-2013 годы успешно реализуется. Подготовим аналитический отчет на следующий двухлетний срок, за следующий двухлетний срок. В числе неизменных приоритетов сотрудничества в сфере безопасности сформирована региональная группировка войск, функционирует единая система противовоздушной обороны, тесно взаимодействуют правоохранительные органы двух стран. Сегодня рассмотрим вопрос о назначении нового председателя пограничного комитета союзного государства. Таковы основные контуры сегодняшнего заседания. Уверен, что оно пройдет в конструктивной деловой обстановке, так как это присуще нашей работе за последние годы. Хочу отметить, что я уже об этом сказал. Мы в известной степени многие вещи делаем пилотными в сфере интеграции на постсоветском пространстве, и это дает свои результаты. Это реально не просто сохраняет, а создает новые рабочие места в наших странах, позволяет нам пройти через достаточно сложные турбулентные процессы мировой экономики, поддерживает динамику развития наших экономик. Весьма символично, что наше сегодняшнее заседание проходит в Санкт-Петербурге, который традиционно является местом проведения крупнейших международных форумов. Это еще и своего рода столица межпарламентского сотрудничества на пространстве СНГ. Здесь работают межпарламентские структуры СНГ, Евразес, ОДКБ. Для нашей страны Санкт-Петербург не только надежный перспективный партнер, но и близкий сердцу каждого белорусского человека город. Здесь жили и трудились многие наши известные соотечественники. Со дня последнего заседания Высшего государственного совета прошло более года. Этот период был наполнен напряженной работой на уровне глав государств, также парламентов. В тесном контакте работали наши правительства, регулярно проводились заседания Союзного Совмина, существенно активизировался региональный контекст взаимоотношений. Динамичное развитие союзного строительства подтверждает неизменность нашего курса на углубление интеграции. Это осознанный выбор, которому нет альтернативы в условиях глобальной мировой экономики. Итоги торгово-экономического сотрудничества за последние 2 года, которые нам сегодня предстоит оценить, наглядно иллюстрируют этот тезис. Я не хотел бы предвосхищать докладчиков, отмечу лишь, что за этот период наш товарооборот за 2 последних года прибавил почти 16 миллиардов долларов и приблизился к 45 миллиардов общего объема. Но, естественно, то, что мы можем учесть, поскольку у нас нет границ, свободное перемещение идет людей, я думаю, что там тоже не 1 миллиард в резервах. Вряд ли такие результаты были бы возможны без использования ресурса интеграционного взаимодействия. Вместе с тем, современная ситуация в мире еще настойчиво диктует нам необходимость четко видеть приоритеты дальнейшей эволюции союзного проекта. Нам нужно не распылять силы и средства, а целенаправленно сосредотачивать их на наиболее важных для нас, белорусов, россиян, направлениях. Это позволит повысить эффективность работы нашего союзного государства в новых условиях, оптимизировать расходы союзного бюджета в пользу поддержки программ, отдача от которых даст максимально востребованный результат.